Деревня Верхний Машляк. Это село Тавларово у нас тоже так. Вот такая же ситуация. Тысячи мертвых пчел. Такую картину за 40 лет пчеловодства Иван Трубкин увидел впервые. Пчелы гибнуть начали 28 июня. Спустя 8 дней потери 70%. Мы уже обратились в Рыбнослободу. Там приехал представитель по пчеловодству, агроном. Они сказали, что для пчел не страшно. Как будто контактным только обрабатывали. А факт-то все пчелы погибают. Они нам никогда не говорили, чем они обрабатывают. Они просто мы подкормку даем, и все. Вот после этой подкормки, сами видите результат, что у нас вышло. Вот у всех улиц такая ситуация. Пчел не осталось на улице. Это пасека Рамиля Нурмиева. Он один из наиболее пострадавших пчеловодов. Здесь 68 ульев. Это почти 500 000 пчел. И, как говорит фермер, всю пасеку придется восстанавливать полностью. Такая ситуация на пасеках больше 40 пчеловодов из 7 сел. По их подсчетам пострадали почти 700 пчелосемей. Убытки колоссальные, говорят они. Причину мора пчел пасечники видят в обработке рапсовых полей ядохимикатами. Мы хотим, чтобы к нам приехала комиссия, взяли пчел на анализы и доказать, что это пестицидами отравлено. Никакого объявления не было. Вот в WhatsApp только было один раз, 28 июня. Планируется, Логос планирует обработку рапса. И все. Какие поля, когда, какими препаратами. И все, больше никаких объявлений не было. Все же не сидят в этом группе. В хозяйстве, которому и принадлежат рапсовые поля, говорят, обрабатывали по правилам, об опрыскивании предупреждали в группе WhatsApp в день обработки и писали еще в мае в местной газете. Химия все применялась, поэтому по регламенту все, которым разрешенным на рапсе. Опрыскивали все в вечернее время, днем не было. Объявление тоже есть. От 19 мая до 25 июля у нас там будет проводиться опрыскивание. 28-го агроном хозяйства оповестил в группе WhatsApp, что будут опрыскивать рапс. Ну, там у них получилась такая ситуация, они хотели до цветения опрыснуть, но из-за жары, наверное, они опрыснули, а на следующий день уже рапс зацвел, и пчелы все туда прилетели, и рабочие пчелы начали погибать. Системный гербицид использовали. Применялся ли запрещенный пестицид? От чего гибнут пчелы и кто компенсирует потери пасечникам? Пчеловоды обратились в сельхозуправление района, чтобы специальная комиссия провела экспертизу и ответила на эти вопросы. Будем выезжать, комиссия, будем осматривать общую ситуацию, как вот там брать пробу. Надо снимать то, что есть магазины, надо перебирать гнезда, смотреть, что там у них состояние. По возможности они должны как-то максимально сократить, хотя бы сохранить вот то, что есть в улье. Комиссия к пчеловодам приехала сегодня. Специалисты Россельхознадзора отобрали пробы пчел, меда и рапса. Экспертизу проведут в лаборатории Казани. Результаты мы сообщим в выпусках новостей. Вероника Гайнудинова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Рыбнослободский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.